это да, неплохо. Разогрели. Сейчас немного приберусь, жена человек на сцене тут сейчас. Сейчас уже женщина зайдет с ребенком ругаться, начнешь, когда все пораскидал. Так, как дела, ребят? Давайте ложимся. Рад быть у вас здесь, тем более, что у меня так что-то настроение не особо здорово. Я перед поездкой сюда поругался очень сильно с своей женой. Ничего страшного, просто вот из-за таких случаев было. Ничего страшного, она просто в очередной раз собирала вещи. Просто любая женщина знает, что как только она начнет собирать вещи, ты побежишь ее останавливать. И нет ничего более потрясающего, чем наблюдать за ней, когда ты не стал этого делать. Бутербродик с колбаской просто. Как у нее меняются эмоции, сначала злость, потом отчаяние, все заканчивается жестким тупежом, потому что она планировала дойти до третьей полки, а сейчас все вещи в сумках, что делать, непонятно. Я думаю, как выйдешь из ситуации? Тупик, тупиковая ситуация, она в пуховике, в шапке, ходит по хате. Надо куда-то валить, а валить-то некуда, понимаете? Глаза отчаянно перебирают варианты. Остановилась, говорит, а что это я ухожу, ты уходи, и начала разбирать вещи. Не были бы в ссоре, сказал, дай 5, красава просто. Она была в шаге от провала, просто как божий дар, правильно? Просто проблема в том, что ссора затянулась, затянулась это потому, что накопилось, потому что ты в браке стараешься не ссориться по мелочам, но это, оказывается, никуда не уходит. Это все копится, и ты идешь нахер. Вот так это работает. Поэтому мой вам совет, если вы вместе всегда ссоритесь по мелочам, просто сритесь из-за всякой фигни. Вот реально, я за розничные ссоры, я не оптовик, у меня вот эти вот оптовые срачи, ничего вообще. Ссоритесь по мелочам, я уверен, самая крепкая семейная пара, это которая ссорится во время примирительного секса. Блин, закрой рот, тихо. Закрой рот и получай удовольствие. Какое мне с тобой удовольствие? Это не навсегда, понимаете? На всю жизнь. Просто единственная проблема, что в ссоре со своей женщиной никогда нельзя выйти победителем оттуда. Ты никогда не выиграешь эту войну. Это не твоя война, брат. Потому что она к ней готова, как всегда. Это не просто событие, она готовилась. Она не собирается сдаваться. Поэтому тебе приобретаются все факты, которые были за все годы совместной жизни, там просто невозможно разобраться. Такое ощущение, как будто женщина приходит на ссору, у нее здесь чемоданчик старых обид, как у киллера. Значит, ты говоришь, что я эгоистка. Как в 2010-м, когда ты сказал, что я тупая овца. И все. Невозможно выиграть, потому что она внутри себя прожила всю жизнь. Она полностью разогнала и обосновала, почему ты тварь. Сидел. А тебе никто эти расколы не выдавал, поэтому ты выдаешь только конечный вариант, поэтому ты ничего не понимаешь, поэтому ты затерял, она подает на развод. Ты говоришь, да объясни, почему? Чувак, объясни, что? Потому что... А что тебе объясняю? Ты никогда не пытался мне понять. Вот ссориться со своей любимой женщиной и смотреть артхаусное кино. Вроде и звук идет, и картинка красивая. Но, блядь, о чем это? Я не понимаю вообще. Я смотрю это кино уже полгода, я просто не врубаю, что вообще. Хотя, на самом деле, ну все, я врубаюсь, все прекрасно понимаю, просто моя жена молодая мама. Я считаю, что всем молодым мамам в определенный момент нужно идти работать. И не для того, чтобы приносить деньги, ни в коем случае. Я хочу, чтобы она ходила на работу и ругалась там с другими людьми. Там есть другие люди. Вот пусть выбивает дерьмо из неродных людей. Вот. Пусть идется с ними. Я уверен, там есть где-то одинокий чувак, которому 30 лет, у него машина, квартира, он думает, что он отлично устроился в жизни. Вот пусть стрется с ним. Пусть он, а не я, закрывается в туалете с словами. Я не понимаю, что происходит. Она говорит, ну а на кого мне срываться? На дочь? Конечно нет. И более того, это не получится, потому что у детей есть суперфункция. То есть, если даже он очень сильно тебя выбесил, стоит ребенку улыбнуться, и ты все прощаешь. Жаль, вот со мной так не работает. Что ты идиот, ты испортил мне весь день рождения! Невозможно, стоит он, майку в трусы заправил, яйца чешет, ты ему видишь жена.
посещать такие социально значимые мероприятия. Недавно мы ходили впервые на утренник к своей дочери в сад. Утренник почему-то был вечером, но это не самый главный парадокс этого мероприятия. Детский утренник — это такое прикольное мероприятие, когда ты приходишь, и ты весь сочишься гордостью за своего ребенка, за то, как он плохо читает стихи. Вот такой прикол. Они вообще отвратительно ораторы, ужасные. Просто маленькие алкаши. Ничего не понятно, что говорят. Но ты очень горд за это круто, они все милые дети. Правда, единственная проблема, что на утренник обычно родители приходят после работы, они слегка уставшие. И некоторые настолько сильно, что они даже не скрывают, они просто снимают его на телефон, типа, я потом посмотрю, там явно ничего важного пока что там. Это каждый день слышу. Я люблю ходить на такие мероприятия, потому что я люблю разглядывать других родителей, чтобы понять, как мы выглядим, как другие родители. Лучше или хуже. Но прикол в том, что неважно, вот хорошо выглядите или плохо, лучше вы или хуже, вас всех уравнивает тот факт, что вы сидите на детских стульчиках. Детские маленькие стульчики, сука, это жесточайший социальный уравнитель вообще в мире. Вот неважно, ты приехал на дорогой машине или приехал на метро, вы все кончено выглядите. У вас здесь колени, у вас очень большие жопы, они не помещаются на эти стульчики, они маленькие, они для детей. Вы уже отъели там себе. Ужасное дело. Я уверен, вот для того, чтобы Минские соглашения соблюдались, вы должны были подписывать на детских стульчиках. Чтобы, ребята, давайте быстрее это говно решать, сейчас придут фотографировать, но нахер. Смотрите, не будете соблюдать, в следующий раз будем еще хлопать. Короче, мы сидим, наслаждаемся, как наша дочь читает стихотворение. В определенный момент у нас дети заканчивают, присаживаются на стульчики, и воспитательница говорит: а сейчас наши родители будут участвовать в нашей постановке. Я думаю, нихера себе, вот это я пришел вообще, зачем это? Говорит, сейчас наши родители будут помогать нам спасти добро и весну из лап черного кота, Кощея и Вреднюк. Меня вот что поражало в этих вот детских спектаклях всегда, так это вот какая там адовая драматургия. Вот просто насколько там просто положен болт на нее. Там такой артхаус, я вам клянусь. Вот если бы детский спектакль увидел Ларс фон Триер, он бы посмотрел, сказал бы, не думал, конечно, что когда-то скажу эту фразу, но это, блядь, про что? Вообще, у меня взорвалась башка сейчас, у меня закипел мозг. Это про что? Какие Вреднюки? Что это? Да, у меня в фильме «Олениха рождает мертвого олененка», но это как-то объясняется, ребята. Короче, мы должны были встать, все родители приглашены были в центр помещения, мы встали в круг, нам говорят, сейчас мы будем передавать палку, на ком палка закончится, остановится музыка, тот будет выходить в центр танцевать. Такой очень плохой корпорат, на котором даже не налили вообще. Я думаю, что это такое? Почему? Правда, включается музыка, все начинают передавать палку, просто кидают в какой-то мел, не блядь, я не собираюсь здесь. Музыка закончилась, чей-то отец вышел в центр, начал давать, блядь, робота. Я думаю, что происходит вообще? Что происходит? Ты родитель, ты платишь, это платный сад. Ты почему участвуешь в этом развлечении? Короче, не больше всего не повезло, одной молодой паре, их вытащили в центр, говорят, а вы сейчас нам будете рассказывать свою историю любви. И мужик сделал так. Для него все это давно уже не история любви. Для него это история, как все пошло не так. Если ему сказали, сейчас вы нам расскажете, как вы испортили свою жизнь, вы сказали, как я познакомился с этой женщиной. Слушайте. Короче, я в этот момент поворачиваю голову на свою дочь, смотрю, у нее дико скучающий вид. Невероятно скучающий вид. Апатия. Просто такой вид, типа... Вот, батя, детство. Вот. Этим говном мы здесь каждый день занимаемся, а ты спрашиваешь, что я в садик ходить не хочу. Вот, пожалуйста. Я понял, что я тоже как бы не вкатил это мероприятие, поэтому мы решили немного развлечь. Пошли в детский мир и гуляли в отделе детских игрушек, увидели куклу. Кукла, на которой был ценник. Кукла, которая плачет настоящими слезами. Я говорю, вот прям настоящую? Прям... Вот как, кукле нахамили в метро или почему? Ее уволили без золотого парашюта. Откуда у нее настоящие слезы? Просто я подумал, сейчас все игрушки хотят делать максимально приближенными к реальности. Максимально реалистичными, забивая о том, что это просто игрушки детские.
в США выпустили Барби с целлюлитом. Да, так что, миленькие девочки, кто любит пожрать, вы снова в игре. Все нормально. Вас опять хотят. Правда, пока маленькие жирные девочки, но с чего-то надо начинать, тоже возвращение. Короче, Барби с целлюлитом, значит, они считали, психологи считали, что они вдохновились образом усредненной 19-летней американской девушки, посчитали, что кукла, у которой есть бока, там, жопка, животик, она будет очень хорошо, он будет помогать девочкам переживать то, что с ними будет происходить. В набор к этой Барби входит набор наклеек. Можно наклеить целлюлит, растяжки, прыщи. И вот мне кажется, что если это все наклеить на куклу, она начнет плакать настоящими слезами. Они в набор не входят, они просто потекут из нее из глаз пластмассовых. А ее пластмассовый рот скажет: сама ты жирная тварь, девочка. Просто мне кажется, это перебор, но потому что это Барби. Барби — это идеальная игрушка. Они мечтали все девочки, ряд мальчиков, некоторые дяденьки. Она идеальная, не надо ее усовершенствовать. У нее уже, она была настолько идеальна, что у нее была грудь даже. В отличие от наших российских, советских кукол. Помните, которые вот эти, которые братан? То есть это кукла, которым идеально шел мат. Братан, блядь. Вот так. Там такие, знаете, им реальности бы поубавить немного. Они вот такие, когда смотришь на них, думаешь, она Барби сожрала, 100%. И у моей сестры была такая кукла, у нее очень странные имена были. Кукла Женя, да, кукла Женя назвали. Просто Барби, само имя Барби, оно этим именем называли красивых, стройных, молодых блондинок. Типа, ты куколка, ты как Барби, а вот ты как Женя, это как? Ты как кукла Женя, о, такая же красивая, нет, у тебя тоже отверстие во рту. Просто, оказывается, эти люди, которые произвели эту игрушку, они хотели этим сказать, что любой человек, любой комплекции, он достоин любви. И меня дико раздражают производители чего-то, которые хотят этим что-то сказать. Я имею в виду производители игрушек или производители мультиков детских, которые хотят что-то сказать этим. Забывая, что это просто детская фигурина, не надо этим ничего говорить. Особенно, когда начинают нагружать туда какие-то социально значимые важные вещи, типа толерантность, к примеру. Вот, типа кукла с темным цветом кожи, с которой тоже нужно дружить. Мне кажется, это бесполезно, потому что дети самые нетолерантные люди на свете вообще. Им плевать, они не будут подбирать выражения. Никаких людей с лишним весом. Ты жирный. Просто если ты жирный, все. Хотите знать, кто вы, спросите у ребенка. Приведу пример. К нам однажды пришел мастер домой что-то делать. Он разулся, у него уже дичайшим образом воняли ноги. Дичайшим. Через 2 минуты моя дочь забежала в комнату с криком: какой вонючий дядя, вонючий дядя. Дядя очень воняет, ай-яй-яй, какой вонючий дядя, вонючий дядя. Я был в шоке. Я не знаю, что делать. Сказать не говори, так это нельзя, потому что это правда. Заржать голос я тоже не могу, я оскорблю чувство вонючего. Что делать? Я не понимаю. Я запутался. Я запутался в толерантности. Наше общение напоминало, знаете, как будто мы Европа и Россия. То есть я был такой толерантной Европы, типа, ну не надо договориться, почему же он не вонючий? Нет, просто каждый имеет право пахнуть так, как он хочет. А моя дочь была как Россия, которая: ну вонючий, воняет, ну я что сделал, ну вонючий. И только этот мастер, вонючий мастер вонючих дел, вот он вел себя как вот это гей-сообщество, которое: вы там говорите, что хотите, после меня все равно проветривают. Просто она сейчас может говорить правду в глаза людям и не будет смущаться, или не будет думать, хорошо это или плохо. Я думаю, что она должна это делать, потому что толерантность — это когда ты видишь что-то, но не делаешь вид, что ты этого не видишь. Ребенок так не может себе позволить. Он видит, спрашивает, ты должен ему объяснить. А я не знаю, как мне объяснить, почему на конкурсе Евровидения 2 дядя целуются. Я не знаю, как объяснить, почему у тети борода. Я не знаю, у меня нет примеров. Мы сейчас изучаем мир, я рассказываю сказки, но в русском фольклоре нет такой сказки, на которой я, рассказав которую, объяснил бы все. Из серии: принц убил дракона и спас из башни другого принца. Нет такой сказки. Понимаете? Или 3 девицы под окном пряли поздно вечерком. Да, пряли. Протерли ведено и как понеслось там. Таких сказок не имеет.
Просто со всей этой толерантностью к секс-меньшинствам народ с ума посходил. У вас в телефонах у каждого, вы, наверное, видели, есть эти смайлики, эмоджи. И там появились сейчас семьи. 2 мальчика и ребенок, 2 девочки, ребенок, целующимся, мальчик и мальчик. Там где гетеросексуальные семьи, блядь, полистать надо, чтобы найти вообще. Это вообще трудом. Сейчас, ладно, раньше были хотя бы просто смайлы там, двоеточие и скобка. Сейчас эти эмоджи, там куча вообще, там можно целые предложения составлять из них. Тебе приходит сообщение, ты ничего не понимаешь, там кусок торта, шампанское, танцующая телка, говно с глазами. Ты думаешь, что ты мне хочешь сказать? Что ты мне хочешь сказать, египтянин, объясняй, пойдем погуляем. Больше всего меня, конечно, из этих эмоджи разрывает танцующая баба в красном платье, видели? Я вообще ржу просто. Когда мне жена скидывает это вот, я тусить, я думаю, не надо, мать, ты что, в 56-м, что это за свинка? Что за тусовка? Так что, если где-то увидите бабу в красном платье, это моя жена. Скажите ей, пусть идет домой, ее дома ждет говно с глазами. Вообще сейчас на гаджетах, да, все с ума посходили у каждого. Недавно у меня сломался iPhone, и чуть не сломался я вообще. Это было ужасно, он был в центре города. Я никому не могу позвонить, потому что не знаю ничьих номеров. Мне никто не может позвонить. Я не могу найти дорогу, потому что у меня сломался навигатор. Я потерялся! Это жесть. Мало того, что мы полностью доверяем своим телефонам, так мы им еще просто беспрекословно верим. Все, что нам говорят. Через 10 метров поменяйте налево. Хорошо, моя белая госпожа с противным голосом. Я даже, блядь, не собираюсь включать мозг. Я просто буду идти туда, куда ты будешь говорить. Я ехал на такси, и таксист начал поворачивать. Я говорю, куда вы едете? Вот же мой дом. Он говорит, ну навигатор так показывает. Он вообще, он не здесь, он не участвует в процессе. Я даже не думал, что я повторю когда-то слова своей классной руководительницы. Ну а если тебе навигатор скажет, садись с 2-го этажа прыгать, ты тоже пойдешь прыгать? И мне кажется, пойдет, скажет, так это же кратчайший путь, он так показывает. Навигатор так показывает. Хуже всего, что я очень сразу запаниковал, что я не могу добраться теперь до своих личных данных, потому что у меня все, у меня в айфоне все, фотографии, переписка, телефоны, какие-то записи, вся личная информация вот там. И странно, у нас сейчас вся личная информация, она в айфоне, и мы ее храним где? На облаке. На облаке, в iCloud, на облаке, да? Надежностью болела, блядь. На облаке. 21 век, информация на облаке. Еще вот деньги в земляничке надо хранить, друзья. Вообще нормально. На каком нахрен облаке? Самое ужасное, что это даже не облако. Это ничто, понимаете? Мы ничто храним нигде. Вот самое главное. Прикол современности. Мы это еще жестко паролем. Не дай бог там все там жесткий пароль установили. Хотя уже сколько было случаев, когда взломали iCloud каких-то звезд и выложили все эти интимные фотографии. Мне вот просто интересно, а где-то есть звезды, которые не делают интимные фотографии? Вообще есть люди в стране, которые не фотографируют свои гениталии. А если фотографируют, то не хранят, блядь, на облаке. Вообще, что за дурдом? Что за прикол вообще? Подвиг. Ну, нет, интимные фотографии, это, наверное, здорово, я уже давно просто не получал, но странно, да? Потому что интимная фотография от жены, она обычно такая, типа, вот, посмотри, нравится? Есть вариант, откуда появились? Просто я не могла его сразу в дом принести. Вот это вообще. Интимные фотки — это прикольная вещь, я веду. А девушка, когда она приходит, интимная фотография, она интересная. Ну, то есть там, помимо самой обнаженной девушки, есть еще там ванна, какая-то пена, лепестки роз, свечи. Мужик не будет так заморачиваться. Не. Не будет такого, что будет ванна, лепестки роз, пена, а из пены торчит герой фотографии. Нет. Там просто ушло все потом. Все, пожалуйста. Капец. Мне однажды знакомая жаловалась очень сильно. Она говорит, представляешь, я шокировала. Она говорит, мне несколько парней знакомых уже несколько раз прислали фотографии своего пениса. И говорит, самое главное, я не давала никакой повод. Я говорю, а для этого и не нужен повод. Фоточлен можно получить просто. Это как бы, это all-in, понимаете, это ва-банк. Из серии, да, нет, вот мои варианты. Все. Я не собираюсь ничего скрывать. Сейчас я водичку пью.